Еўрарадыё.фм. Яшчэ раз прывітанне слухачам Еўрарадыё. Толькі што літаральна ў нас быў эфір пра IT, пра высокія тэхналогіі. Зараз пра крыху больш зямныя справы. 2 снежня ў Мінск-арэне пройдзе міжнародны байцоўскі турнір «Ахмат». Гледачоў чакаюць 10 баёў, у якіх беларускія спартоўцы сыйдуцца з складанае слово, з кікбаксёрамі з усёй Еўропы. У нашай студыі зараз баец Дмітрий Валент. Прывітанне, Дмітрий. Здравствуйте. І адзін з арганізатараў турніра, директор клуба «Чинук» Сергей Иванович. Привитание, Сергей. Все ж таки не выключили вы гук, як я вам и казал. У нас эфир демократичный. Можно все что угодно. Сергей, видать, первое питание будет до вас. Что такое «Ахмат», як он пришел на белорусскую землю? Я так разумею, турнир такого формата у нас первый. Да, первый раз на территории Беларуси. «Ахмат» был создан в 2014 году. И главный его идейный вдохновитель и организатор всего этого процесса — это Рамзан Кадыров, да, глава Чеченской Республики. Этот турнир изначально был по, значит, боям без правил, по версии ММА, М1. Вот. Но со временем получил второе направление К1. Один из самых жестких разделов кикбоксинга, K1, такая версия. Вот. И директором этого направления стал, ну, скажем так, наш белорус, не могу его назвать не нашим, Забит Самедов. Он стал директором вот этого направления «Ахмата». На сегодняшний день «Ахмат» — это, ну, в Восточной Европе, наверное, самый такой популярный бойцовский проект, самый зрелищный по накалу страстей, по составу участников. Вот. И хочется отметить еще, что всегда на каждом турнире «Ахмата» большее количество бойцов собрано, легендарных бойцов собрано из Беларуси. Белорусов очень много участвует. Зараз, мне здаецца, іх 5. Як я гартаў праграму, давайте, дарэчы, назовем. Гэта Забит Самедов, да? Ён сам прымеў удзел у спаборніцтвах. Дарэчы, магчыма, ён з'явіцца ў нашай студыі, але зараз вырашае арганізацыйныя справы, як я зразумеў. Дмітрий Валент, Максим Пяткевич, Данила Ярмоленко і Юра Валанец. Вось гэтыя 5, мне здаецца, беларусаў прымуць удзел у турніры. Так? Не помыляюсь я? Скорее всего, еще Мурат Азербиев. Ну, вось у праграмы я яго не бачу. Але да. Я памятаю, што Мурат, дарэчы, прыходзіў да нас у студыю у траўні. Ёсць недзе запіс гэтага эфіра. Таксама можна да яе пасля звярнуцца. Да, в майском турнире принимал участие, мы у вас на программе были в гостях. Сергей, чаму менавіта гэтыя 5 ці 6 байцоў будуць прадстаўляць Беларусь? На сегодняшний день это первые номера Республики Беларусь. Это не просто бойцы, а бойцы, по нашему мнению, которые способны вот поддержать эту высокую планку вот этого проекта «Ахмат». Да. А критерии наши — это зрелищность, это агрессивность в поединке, это плотность боя. Такие бойцы, как Дмитрий Валент, это многократные чемпионы мира по тайландскому боксу, это чемпионы по таким разделам кикбоксинга, как K1. Это уже не просто бойцы, а это люди, медийные лица от спорта. Это топовые фигуры в мире единоборств. Их знают во всем мире. Дмитрий, вам буде... Я так разумею, что кожный проводить по одним бои, так? По, да, по регламенту турнира. У нас планируется 10 поединков. Дмитрий, вот. Вам будет сопредстоять украинец Сергей Синтюк. Что это Снитюк, за... Да. Снитюк. Пробачьте, я помылился и у натиску вашим прозвище сперша, да, а теперь ваша соперника. Ничего страшного. Есть некая высшая справедливость в этом, але выбачаюсь еще раз. Ничего страшного. Что вы ведаете про его, что это за соперник? Ну, знаю, что он с Украины, соответственно. Ну, это да. Он был на прошедшем чемпионате Европы, который проходил в июне, он проиграл в полуфинальной стадии спортсмену из Турции, которого в финале победил. Ну, агрессивный боец, идет вперед первым номером, бьет с рук, как бы, ну, все, что я могу сказать. Вы с ним яшчэ не сустракаліся? Нет, это будет первая наша встреча. Але перамаглі таго бойца, які перамог яго. Да, совершенно верно. Цікава, что... Ці можна это лічыць некай завочнай перамогай? Ну, нельзя это, я считаю, что нельзя судить тот, кто кого выиграл. Одному с одним удобно работать, другому с другим неудобно. Там, кто-то там вторым номером любит, а кто-то первым. То есть это неоднозначная ситуация, которая
совершенно ни о чем не говорит. Дмитрий, аднойчы про вас написали все без выключения белорусские медыі, калі вы пасля аднаго з баёў апранули вышыванку. Вы працягваеце гэтую традыцыю зараз? Будзеце ў ёй? Турнир международный, было бы круто презентовать, ну, на мою думку. Было да? бы круто, но еще пока не знаю, как что будет. Ага. Но я думаю, что это будет, ну, потому что здесь критерии турнира обязывают выходить в майке Ахмат, которая форма уже разработана турниром, и, ну, и все бойцы будут выходить в этих майках. То бок есть пэўныя дамовы, Сергей, якія регламентуюць нават выгляд, знешні выгляд бойцов. Есть определенный сценарий, как и все, в принципе, не просто спортивных, а шоу, мероприятий. Определенный сценарий, определенная картинка должна быть соблюдена. Это не только для тех людей, которые будут присутствовать. Мы этот турнир он будет транслироваться по всей Восточной Европе, матч «Боец» будет, заберет у нас сигнал, и по Беларуси. Поэтому мы хотим прежде всего вот эту красивую картинку, чтобы это понравилось людям, которые будут наблюдать за этим с экранов телевизора. Сергей, что дае бренд Ахмат гэтаму турніру? Я так разумею, что ў Беларусі няма пытання правесці свой турнир под своим брендом. Что мы и делаем регулярно. Да, и тут вот под брендом Ахмат. Да. Чаму гэта зараз адбываецца так? Як вы дамаўляліся? Это чисто такой и политический момент, и спортивный. Спортивный почему? Потому что все-таки сами мы на сегодняшний день не способны провести такой турнир с участием таких титулованных бойцов, известных во всем мире. География турнира по бойцам – это весь мир. Ну, Соединенных Штатов Америки только вот не хватает, так весь мир, по большому счету. И нам не под силу, скажу честно. Львиная доля этих бойцов, она на сегодняшний день на контрактах в клубе Ахмат. Вот. И что касается, площадки и размах, все-таки мы замахнулись на Минск-арену. Минск-арена, да. Да. И политический момент. На сегодняшний день Ахмат для нас это самое серьезное мероприятие, повторюсь, в Восточной Европе, самое зрелищное. И мы заинтересованы расширять его географию. Ахмат это не просто Чечня. И в Бахрейне, и в Европе уже проводились турниры Ахмат, да? И все они, я говорю, поддерживали вот такой очень высокий уровень турнира самого. И мы сейчас здесь у себя в Беларуси, да, должны чисто по-белорусски вот так поддержать этот серьезный уровень. Вот. Скажите, падчас арганізацыі даводзілася сустракацца з самим Рамзаном Кадыровым? Ці все пытанні з боку клуба Ахмат вырашаюцца праз Забіта Самедова, які, як мы уже сказали, з'яўляецца прэзідэнтам пока один. Прыкладна так, видать, его посада учить. К сожалению, я не знаком с Рамзаном Ахматовичем, но здесь впервые в Беларуси я являюсь, пытаюсь помочь Забиту организовать, и не только я помогаю, вот надо отметить, что все-таки мы, как и всегда, здесь проводим эти мероприятия совместно с различными молодежными объединениями, с федерациями. Федерация рукопашного боя помогает, силовые структуры наши белорусские, и МВД, и многие другие, они помогают. Вот приятно осознавать, что в Беларуси все-таки людям, которые в каких-то структурах силовых, людям какие-то в кабинетах, не всем безразлично. И все вот как-то относятся с пониманием, пытаются как-то помочь. Вот это приятно осознавать. Дмитрий, скажите, калі вы выходите на рынок вось у таких все ж таки шоу-турнірах, да, чаго больш у дзеяннях бойцоў? Паказальнага, да, шоу ці сапраўднай, ну, такой, не ведаю, дворовой драки? Ну, каждый... Это зависит, наверное, от уровня бойца. Вот працуеце вы на камеру менавіта падчас таких спаборніцтваў, калі, ну, гледачы прагнуць відовішча? Нет, на тренировках перед зеркалом, ну, такого нет. А падчас спаборніцтва? Я зразумеў, што вы не адпрацоўваеце, да, перед люстэркам нейкія прыёмчыкі. Ну, а калі вы разумееце, што вас здымае тэлебачанне, што гэта не просто, ну, не ведаю, не просто трэніроўка, да, ёсць, не ведаю, імкненне правесці які-небудзь больш эффектны прыём, да, у вас и у ваших соперников? На самом деле, когда находишься на ринге, ну,
тяжело думать о чем-то там, ты делаешь на автомате все, то, что ты отрабатывал на тренировках, то, что у тебя вылетает неосознанно, то есть, ну, ты выходишь и бьешься. Это экстремальный момент, в котором заранее тяжело спрогнозировать, как ты себя поведешь. То есть все действия, весь опыт, который у тебя до этого бойцовский, он выливается как-то, ну, сам. Ты только видишь, где там соперник руку опустил, там, или не блокирует где-то с угла, какие-то тактические моменты подсказывают. Только тогда ты это делаешь. Ну, то есть спрогнозировать тяжело заранее. Про камеру ты пропустишь, да? Но я хочу вот подключиться к разговору все-таки, да. Прабачце, вымушаны вас перабіць. Мы мусім перарвацца на выпуск навінаў. Мы працягнем эфир праз некалькі хвілін, калі прагучыць песня, калі прагучаць навіны. Хочу сказаць, што у нас ёсць квіткі на гэтую падзею, і аўтару самого лепшае пытання. Мы квіток прэзентуем, зараз перарываемся. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Праезд у грамадскім транспарце Мінска можа падаражэць на 5 копеек, у метро да 70, у наземным транспарце да 65, але невядома ў які тэрмін, піша партал Тутбай. Папярэдняе падаражэнне было год таму таксама на 5 копеек. На сёння жыхары Беларусі кампенсуюць амаль 70% выдаткаў на праезд. Скотланд-Ярд апублікаваў 3 новых відэа з падазраванымі па справе Скрыпалёў. Камеры зафіксавалі меркаваных супрацоўнікаў ГРУ Пятрова і Башырава на вакзале ў Солсбері і непадалёк ад дома Скрыпалёў. Скотланд-Ярд шукае сведкаў, будуць выяўлены ўсе, хто спрычыніўся да вар'яцкага і небяспечнага акта гвалту ў Солсбері, заявіў Скотланд-Ярд. Вясковец запатрабаваў у субутыльніка грошы, прыставіўшы нож да горла яго 5гадовага сына. Гэта адбылося ў Друі Браслаўскага раёна вечарам 21 лістапада. За 50 рублёў хлопчыка вызвалілі, шматдзетны бацька патэлефанаваў у міліцыю, вядзецца справа аб разбоі. Усе дарослыя ўдзельнікі былі п'яныя. У Кітаі ў горадзе Хулуда кіроўца збіў больш за 20 малодшых школьнікаў пасля сваркі з жонкаю. 5 загінулі, 19 дзяцей у цяжкім стане альбо ў сярэдне цяжкім. 29гадовы зламыснік Хань беспрацоўны, замкнёны і маўклівы чалавек, паведамляюць з Хулуда. 23 лістапада ва Ўладзівастоку менская «Дынамо» прайграла аўтсайдеру канферэнцыі «Усход» і ўсяго чэмпіянату «Адміралу» 1-5. Адзіная шайба ў беларускай камандзе на рахунку Дмітрыя Буйніцкага. Гэта 23е паражэнне ў 31-м матчы ад менскага «Дынамо». Заўтра ў суботу мокры снег, галалёдзіца ўначы да -8, у дзень -3, +3. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Мы ізноў у студыі Еўрарадыё. Жывую трансляцыю можна слухаць праз наш сайт у эфіры, а таксама глядзець у соцсетках Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі. Зараз мы размаўляем пра турнір «Ахмат», які пройдзе 2 снежня ў Мінск-арэне. Гэта міжнародны турнір байцоўскіх адзінаборстваў. Гледачоў чакаюць 10 баёў, якіх беларускія спартоўцы сыдуцца з кікбаксёрамі з усёй Еўропы. Перабіў я вас, Сергей. Сергей Иванович, дырэктар клуба «Чынук» у нашай студыі, а таксама Дмітрый Валент, кікбоксёр. Прывітанне яшчэ раз, Дмітрый, Сергей. Перабіў я вас дзеля таго, каб мы паслухалі навіны, але вы хацелі нейкую важную заўвагу. Даю вам слово. Вы задали вопрос Дмитрию по поводу того, как он шел, как он хочет себя преподнести в ринге. Это, вот, кстати, интересный вопрос. В чем отличие именно спортсмена-любителя от спортсмена-профессионала? В нашем виде спорта ценится именно тот боец, который может быть немножко артистом. Да? Он не просто спортсмен, он должен входить в ринг и показывать шоу. Да, главный критерий, значит, вот, чтобы понравиться зрителю. Вот это отличие чисто спортивного мероприятия, любительского, да, от профессионала. То есть это по-любому должно быть шоу. И главная задача – это эмоции, накал страстей, которые передадутся зрителю, который наблюдает за этим. Дмитрий только что сказал, что он вовремя не думая про элемент шоу, когда выходит в рынок. У
у Дмитрия, дай бы бог всем так. У него получается не думать, но шоу он закатывает, будь здоров в ринге. Поэтому у него на автомате получается это. Бок неким чынам гэта атрымліваецца само собой. Да. Цикаво. Боец, профессионал, он должен преподнести себя, он должен понравиться публике. И критерии оценок, они же другие, чем в спорте. Вот в К1 в этой версии популярный, самый популярный на сегодняшний день, главное это урон противнику, главное это накал страстей. В то же время, как любительских соревнований, это очки какие-то, это может быть неинтересный совершенно боец, но вот он будет победителем. Сергей, яшчэ одно пытанне да вас, як вы падбіралі вось гэтыя пары? Ну, Забіт Самедов, Евген Орлов, гэта, я так разумею, по як бы статусе, да? Да, это центральный бой, у нас главный бой вечера. Вот, ну, что я хочу сказать, под Забита очень трудно подобрать противника, на самом деле. Евгений Орлов, это уже такой легендарный, титулованный боец. В чем тут подоплека? Подоплека-то в том, что он весит 140 с чем-то килограмм. И разница в весе примерно 50 Забит до 100, килограмм. я так разумею. 93 я читал в Википедии. Да, примерно ровно 50 килограмм. Это разница в весе, это серьезная разница. Ну, это очень опасно на самом деле. Вот. А так можно, да? Вот чем отличается K1, именно то старое K1, вот, там не было разницы в весе. Вот. Разница в весе порой достигала и 50, и 70 килограмм. Вот. И вот это вызывало дополнительный интерес. Ну, а все остальные пары, я бачу у программе бойцов с Франции, с Немеччины, с Молдавии, с Румынии, с Азербайджана и яшчэ з Турции, да, ну, с Украины, натурально, да. Як это все вырашалось и подбиралось? Да, ну, подбирали, я еще раз говорю, критерий наш – это зрелищность. Мы должны были уверены быть на 100%, что этот турнир будет сражение. Это не будет спортивное мероприятие, это будет сражение, где до последнего никто не будет понимать, кто выиграет, да, вот эти эмоции, вот такого плана бои, они самые ценные. Когда сражение идет до конца, никто не хочет терять, все в любом эпизоде хотят оставить этот эпизод за собой. Вот такие бои, они очень ценны. Дмітрый і Сергей, дарэчы, я думаю, што частка нашых гледачоў і слухачоў абавязкова задасць, ну, нам пытанне навошта, да? Ёсць людзі, якія разумеюць заняткі ў трэнажорным зале, да, і бокс як спорт для падтрымання свайго фізічнага стану. Ну, навошта вось гэтае крывавае шоу, да, якое яно мае значэнне, не ведаю, для спорта, для краіны? Ну, это не кровавое шоу, это спорт, это занятие спортом, которое подразумевает совершенствование себя, здоровый образ жизни, здоровые дети, здоровая нация. То есть это люди ходят, занимаются правильными делами, ну, не на улицу, грубо говоря, там ходят, ерундой занимаются, а идут в зал, совершенствуют себя каждый день, стараются добиться, там каждый перед собой планку ставит, кто-то просто там... чтобы не быть толстым, там, держать себя в форме, а кто-то профессионально, кто занимается, там, стать чемпионом мира, чемпионом республики и так далее. У меня цель с самого детства была стать чемпионом, я мечтал. До этого первый вид спорта у меня тэквондо был, я занимался около 2,5 лет, но изначально на тайский бокс хотел пойти, и родители, ну, посчитали, что это жестко очень. Ну, а потом уже, когда повзрослел, уже сам мог принимать решения, перебрался в тайский бокс. Вот где до сих пор и нахожусь. Сергей. На самом деле, знаете, существует большая, к сожалению, заблуждение обывательское. Вот они сравнивают наши виды спорта с какой-то дракой. В то же время, как драка, это всегда неконтролируемые эмоции, всегда человек не соображает, что он делает, он не контролирует себя. И потом последствия серьезные, он ничего не может с этим поделать. В то же время, как профессиональный боец, который отдал этому годы, да, и он достиг чего-то, это человек уравновешенный в любой ситуации. В любой ситуации он будет хладнокровный, он будет соблюдать хладнокровие, хранить хладнокровие и пытаться разумно, с меньшими потерями выйти из этой, какая, казалось бы, сложная ситуация не была. Вот. И я хочу сказать, что 99, наверное, процентов в Чунуке, в Кикфайтере, в других клубах, которые являются общественными организациями, прежде всего, да, это люди, которые приходят заниматься для себя. Это люди, которые никогда не будут выступать на соревнованиях, никогда не будут сражаться профессионально в ринге, но вот эти люди все равно находят для тебя нечто в нашей методике тренировочного процесса, что делает их сильнее, здоровее, увереннее в себе, и что, в принципе, не могут дать другие виды спорта.
В других видах спорта тоже есть выносливость, сила, воля к победе, но нет психоэмоционального фактора. У нас изо дня в день молодому человеку, ребенку, у нас 5 до 11 лет, летит по наружке кулак в голову, понимаете? Он паникует, он закрывается, он зажмурится, и со временем потихонечку он уверенно смотрит опасности в лицо, скажем так, хладнокровно применяет прием, которому ему научили, отвечает. И на самом деле эти люди, профессиональные бойцы, они интеллектуалы. В бою выигрывает тот, кто думает прежде всего. Дмітрый, а вы біліся у школе калі-небудзь? Вот я памятаю, что я біўся шмат, але дрэнна вельмі. И меня били часто. Ну, с поведением у меня в школе очень страдало. Это можно судить даже по количеству школ, в которых я учился. Это 5 или 4, я уже даже не помню. Ну, получалось так, что приставали первые, я спокоен был всегда, но заводился, быстро я вставал. Ну, конечно, как и все дети, там, дрались, там, толкались, все это было. То есть не без этого. Поменял много школ, но в конце концов нашел нужную школу, Кикфайтер, да, легендарный клуб, который вырастил плеяду, целую плеяду легендарных бойцов. Сергей, відаць, пытанне да вас, а можа і да Дмітрыя таксама. Я таксама такі шараговы глядач, да, я ніколі не займаўся адзінаборствамі, максімум там, што я хадзіў у трэнажорную залу, нейкі кросфіт там туды-сюды. Але я заўжды заўважаў, што сярод байцоў вельмі шмат людзей з заходнімі прозвішчамі, з каўказскімі прозвішчамі. Дарэчы, да нас далучаецца Забіт Самедаў. Забіт, калі ласка, сюды. Тут у нас будзе з вами адзін мікрафон на дваіх. Калі ёсць сэрца... Мы уже сказали, что ты белорус на самом деле, чтобы не заблуждались. Белас. Круто. Я как раз хотел запытаться, дарэчы... Всем салам алейкум, я на месте. Вот как раз по-белорусски размаўляў, начал сразу. Выдатна. Нават не спадзяваўся, што так адбудзецца, але... Я хотел запытацца, чаму так шмат байцоў з каўказскага рэгіёну. Вось для мяне, як для шаравога гледача, заўжды гэта было цікава. І калі ты глядзіш на турніры па барацьбе, да, там таксама вельмі шмат барцоў з Чачні, з Дагестана і гэтак далей. У іх нейкі барцоўскі ген у крыві. Пакуль мы з Забітам фоткаемся, я думаю, хто-нибудь іншы можа распавесці. Мы в прямом эфире. Да. Так, я понял ваш вопрос. Просто, мне кажется, да, на самом деле с региона Кавказа много спортсменов, сильных ребят. Вот. Мне кажется, все-таки, может быть, это влияет иногда, как-то я давным-давно об этом тоже говорил в интервью, что у нас, может быть, из-за этих продуктов, таких вот настоящих, которые мы вырываем там с самых деревьев, вот этих фрукты, гранаты. Я про кавказцев говорю сейчас. Просто так само, все продукты с земли и так далее. Ну да, только картошка здесь. А у нас больше витаминов. Ты сам-то, как боец. Я в 10 лет переехал в Беларусь. То есть я родился вообще в Грузии. Сам азербайджанец, а вырос в Беларуси. Сейчас вернулся в Азербайджан, вот, город Баку, где я сейчас проживаю. Вот эти ребята Забит, он воспитанник белорусской школы кикбоксинга. 100% белорусской школы, их вырастила эта земля, и это наша белорусская школа сделала из них чемпионов. Это так. Это так. Конечно, я благодарен Республике Беларусь и город Минск, для меня родной город. Я здесь учился и в школе, и как драться научился, как спортсмен, и на шабанах. Вот. И у меня тренер Беларуси Дмитрий Борисович Писецкий, многократный чемпион Европы и мира. Поэтому я многое, конечно, благодарен этой республике, я это ценю, всегда ценю. Собственно, поэтому я вот в завершении своей карьеры один из последних боев хотел сделать в Беларуси, в городе Минске, для тех людей, которые знают меня, и моим фанатам и друзьям. Гэта мы как раз размаўляем про Ахмат, так? Один из апошніх боёў супраць Орлова на Ахмате, так? Да. Але не апошні. А то нет, я хотел один из последних, нет, один из последних. Последний я хотел бы все-таки завершить на родине, в Азербайджане, так как там у меня скоро будет открытие именного клуба, которое сам президент дал указание, Гейдар
Алиев Ильхам Гидарович, вот, Министерство спорта сейчас мне помогло, в принципе, уже заготовый зал, в котором после соревнования пойду открывать. Дмитрий, ёсць у вось таких заходніх каўказскіх байцоў свой стыль, і ці ёсць у беларусаў свой стыль, ці тут мы кажем только про индивидуальность? Ну, вы знаете, мне кажется, здесь больше индивидуальность, но хотя кавказские бойцы, они, ну, как принято считать, они более агрессивные считаются и более напористые. А что касается, ну, белорусов и ребят с постсоветского пространства, это все индивидуально, это зависит от типа темперамента. Ну, с той сферы сангвиник, холерик, там, от этого, мне кажется, больше зависит. Я более спокойный такой, хладнокровный, то есть не... Ну, калі вы выходзіце на рынг, ёсць некае пераўтварэнне? Ці можна таксама заставацца спокойным? Я не ведаю. На ринге можно тоже оставаться спокойным и, ну, делать то, что ты умеешь в этом хладнокровии. Мне кажется, лучше так, чем ты будешь не понимать, вот этот сумбур у тебя в голове, злость будет, и ты не будешь понимать, в какой момент что тебе ударить, и не попадать, промахиваться, делать глупости, и на этих ошибках нарываться на встречные удары там, или на ответы не нужно. Ну, я считаю, что боец должен хладнокровным быть. Это нужно быть. Чтобы победить, нужно быть в ринге хладнокровным, сохранять хладнокровие, сохранять свои эмоции. Без этого невозможно победить. Я думаю, что это важно и ў жыцці, нават больш, магчыма, чым на рынге. Добра, што баец падчас трэніровак вучыцца гэта рабіць. Забіт, у мяне, калі ўжо вы прыйшлі, то ў мяне будзе пытанне яшчэ да вас. Мы высветлілі, што ўсе камунікацыі з Рамзанам Кадыровым з нагоды арганізацыі гэтага турніру ў Беларусі былі праз вас. Як гэта адбывалася, які ён чалавек у стасунках, ці хутка спагадзіўся праводзіць турнір Ахмат у Беларуси? Да, все было, конечно, от меня это все высказано, ему это предложение, я ему предложил, что провести Ахмат кикбоксинг в городе Минске, в Беларуси, так как я знаю, что хорошие теплые отношения странами, между странами, и Рамзан Ахматович тут был, и отсюда тоже делегация была в Чечне, вот, в Грозном. Вот эта идея ему, конечно, тоже очень понравилась, и так как я ему сказал о том, что я тут жил, он об этом, конечно же, знает, и все как бы он одобрил, и мы ожидаем его приезд тоже на этом турнире. То бок все было хутка? Да, все было отлично. На самом деле, ему это очень даже понравилась идея. Какие-нибудь умовы ставились перед вами? Даже момент был такой при разговоре, вот я думал, возможно, бойцы Ахмата будут драться, может быть, с белорусами, да. Я уже рассказал. Да, вот Сергей рассказывал, я так просто не знал, не слушал этого. И он был против того, чтобы ахматовцы дрались с белорусами. Он говорит, давай, чтобы мы совместе будем выступать против других стран, чтобы все болели, чтобы и белорусы за нас болели тоже. Вот есть такой принцип, чеченцы с белорусами не дерутся. Не дерутся, да. Так что дружба. Да, в этом турнире белорусы и чеченцы будут в одной команде. Дякую. Я так думаю, что большего все, что трэба, мы сегодня сказали. Нават Забіт до нас долучился, на якога мы не различивали. Нагадаю яшчэ раз слухачам и глядачам Еўрарадыё, 2 снежня у Мінск-арэне пройдзе міжнародны байцоўскі турнір Ахмат. Гледачоў чакаюць 10 баёў, якіх беларускія спартоўцы сыйдуцца з кікбоксёрамі з усёй Еўропы, але, як мы даведаліся, не з чеченскімі байцамі. Забіт Самедов, Дмитрий Валент, Сергей Иванович были у нашем эфире. Дякую вам великий, что пришли, до побачення. И вам спасибо, что пригласили. И мы, конечно, всех ждем 2 декабря в Минск-арене. На самом деле будет очень хорошие бои, интересные. Так что приходите, болейте за чеченцев и за белорусов, также за азербайджанцев. Спасибо. До свидания. До свидания. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.